Спустил, короче, что-то я там ткнул такое, горизонтально неудобно снимать, и, короче, что-то оно там, я не понял, пришлось завершить, заново открыл трансляцию. Кот он сидит, видно, нет кота? Пишите что-нибудь, если кто-то там. Здесь люди ходят еще, памятник Волошина. Вон шары вот эти голубые, видно, нет их. Темень, конечно. Темень, конечно. Детишки по этим шарам лазят, но они какие-то все покоцанные уже. Там даже дырки в них. Как они там лазят? Ну ладно. Такой вот перелив поснимать. Как качество там? Нормально, нет? Дом-музей Волошина. Коктебеле. Вот он. Здесь памятник Волошину. Ну там сейчас темень, я не буду ничего снимать. Ничего не видно на телефон. Лампу, подсветку какую-то. А так только вот этот дом можно поснимать. Только этот дом можно поснимать. Время сейчас еще 8 час. Еще время, как говорится, гулять да гулять. Но здесь вот такая вот темень. Жуткая. Вот, кроме фонарей практически ничего не видать. Так, мы подключились, да? Кто-то подключился. Какая-то звезда там вдалеке. Поселок видно, да? Поселок. Море слышно. Море слышно. Ну, вот там дальше Коктебель просвечивается. В ту сторону. А в ту сторону. В сторону Карадага. Тоже часть поселка видно. Там Эллинги. В той стороне. Интересно, видно что-нибудь? Здесь вот. Волны видно, интересно? Вот здесь. Ничего. Вот вчера шторм был. Вот тут. А сегодня нормальная штиль. 1 лайк. Все шикарно. Смотрите. Какая тут тишина все-таки. И спокойствие. В Ялте были там. Такой шум был. Вообще шум. Как на вокзале такое ощущение. Но тут толпы людей ходят. Особенно в субботу, до воскресенья много человек появляется. На променадной набережной у них. А здесь вообще идеально. Там эти шары. Видать, возле памятника Волошина. Ну, Волошин тоже. Ну, там где-то. Его не увидишь сейчас. Он темный, поэтому тут глаз выколи вообще. Темнота такая. У нас вот такой нету темноты. У нас в это время, ну как-то, по-моему, не знаю чего, или город больше освещается, да? А здесь, наверное, растительность вот эта забирает много света. Что ли, ну, короче, таким образом. Ну что, давайте, пишите. Немножко я тут подстреблю, да пойду. Бай-бай. Особо делать нечего. Как бы вот здесь вот в такое время, ну там какой-то один ресторанчик работает. Всего лишь. Всего-навсего.
на этот мостик сходить, он полузакрытый. Набережная, может, с него снять сюда все. Как на него пройти, не знаю. С той стороны Эллинги. И Карадак уже. Вот тут за тот дом вот этот, видать, присесть немножко, посидеть. Музей Волошина. Что ты делаешь, ты? Вот так вот. Еще туда прогуляться, но там тоже темень такая, что глаз вырви. Ну, все спят, наверное, уже, да? Что-то мало кто подключается. Хочу прогуляться немножко, как тут связь по набережной заодно проверить. Так, ну вот тут фонари. Ну, только вам одни фонари, наверное, и видно будет. Где фонарей нет, там вообще бессмысленно ходить, что-то снимать. Вот это место летом, оно очень такое загруженное. Тут куча людей. Толпы. Вот это все, естественно, работает. Сейчас бы это все работало. 8 час всего. Ну, сейчас, естественно, все закрыто здесь. Так. Вот идем на второй фонарь. Вот тут вот пирс. Видно, нет его. Пирс. Вот, кстати, закрыт там решетка. Тут что-то подсвечивается немного. Какая-то техническая зона. Ладно, в ту сторону пойти, вон в ту. Вот так вот видно, да? Прикольно ходить. Ну, они сделали, интересно. Вот этот дом-музей Волошина, его разноцветными цветами подсвечивают. И цветами меняются. И снизу там то таким цветом. Один смотрит, 2 лайка. Что шикарно. Вот коты здесь бегают. Кот. По-моему, он здешний. Я его уже сегодня сфотографировал. Фоткал. Люди сидят, тихонько разговаривают. Косички. Вон там тоже люди сидят. У них там целый пир горой. Расположились. Я не знаю, удастся нет вот этого Волошина снять. Он памятник-то сам темный. Ну, шары вот эти, видать. Но они уже что-то совсем попортились. Так, видно, нет его? Я встану сейчас неподвижно. Вот так как-нибудь. Да. Ничего не видать, да? Шары немножко видно. То вот этот дом видать, да? Дом-музей. Ну, хорошо вообще тут. Такая мягкая погода. Осень. Можно было даже сегодня купаться, но я что-то не стал купаться. Вот это вход в дом-музей. Там вон люди какие-то идут впереди. Вот здесь вот, короче, 300 рублей посетить. 300 рублей. Зодиак. Еще люди идут какие-то. Тут что такое круглое? А это под афишей какая-то. Здесь то, что проходит. Темень, да? Тут вообще, наверное, ничего не видно. С этой стороны. Здесь вот видно немного. Да. Ничего
что, пошли дальше. Зуяк. Какой-то ресторан или еще что. Вот тут, смотрите, у них тут освещено. Вот так вот пойду. Африка. Что это такое? Магазин. Не видно, да? Ну ладно, бессмысленно снимать. Вот эти стены. Можно только где вот фонари там что-то поснимать. Ну, здесь вот, кстати, сегодня было что-то, какие-то магазинчики днем, естественно. Сейчас все закрыто. Тут картина вот такая. Кстати, вам картину видно. Короче, скворечник и синица. Видно, да? Так, снимаю. Бубны. Сегодня, кстати, рассказывали про эти бубны. Про эту. Ну, как Волошин, то, что кафе здесь было. Вот вина. Винотека. Вот она. Видно, да? Магазин. Сейчас он, честно, не работает. Тут, видать, им не выгодно держать. Там вот улица Ленина где. Там еще магазины открыты. А здесь на набережной тут практически ничего не работает. Тут пляж какой-то. Ну, кстати, пляж подсвечивается. Здесь немного. Упс. Ступился под ноги, смотри. Вот тут лампочка хорошо видно. Хорошо включена. Винотека хорошо светит. Вот и видно немножко. Тут гравий вот этот. Не гравий, а камни, да? И море. Ну что, сколько там градусов? Нифига далеко. Да, уже, потому что не купальный сезон. Поэтому пляжи они такие не работают. Вот, кстати, я люблю Коктебель. Не видно вам, наверное. Там сердце, все так, как обычно. Как обычно. Так. Прикольно так, да? Ну так ходить по темноте. Какие-то люди бегают. Непонятные. Там шум какой-то, кстати. Это люди идут. Люди ходят. Местные. Вот здесь что-то освещенное. Это у них какой-то бюмбокс. Бюм-бюм. Ладно, сюда вот проходим. Вперед. 4 человека смотрят. Отлично. Дмитрий Миловалов. Уже похолодало? Ну, как вам? Привет, Дмитрий. Да как похолодало? Нормально? По мне так вообще тепло. Там у нас в Якутии уже снег 3 недели лежит. Ну, 2 недели точно. Даже где-то 3. А здесь так вообще классно. Я хожу. Ну, ветер был, как бы, но он такой не промозглый. Вечером, конечно, попрохладнее, но вот курточку одеваешь, ходишь спокойно, без этих. А что эти выключили-то, а? Это я в Коктебеле. Я думал, эти фонари будут светиться, а их взяли и выключили. Эти прикольные, тут типа такого ретро-дизайна. Только вот такие одинокие лампы только работают. Не, нормально. Сегодня штиль, кстати, вчера штормило. Сегодня даже у меня мысль была в воду залезть. Что-то у меня спину подхватило немножко, не знаю что. И, короче, я что-то побоялся лезть в воду. Так,
Сегодня местные выложили ролик о 22 в Ялте, еще купались. Ну да, можно купаться. Ну, на любителя вода 16 градусов в Ялте вот было, когда я уезжал. Можно, конечно, но на любителя. Вот эти вот, кстати, фонари вот такие вот прикольные, да? Кстати, небо тут вообще класс, все видать. Но вам не видать, а мне видать. Ага. Вот эти вот фонари, я думал, они светятся. Они почему-то их не включили. А вчера вроде как светились. Тут вот единственное сбегаловка, которая работает, я видел. Все остальные закрытые. Жасмин называется. Типа бара какого-то, кафе. Гриль-бар написано. Вот здесь местечко-то освещается напротив этого заведения. Вот она, морочка там такая играет. Да. Удачно, конечно. С этими лампами. Экономит электроэнергию. Такие здоровые, вам не видно. Дома тут строят. Ну там возле памятника Волошина я там снимал, там люди сидят, они на лавке там у них пиво там, еда всякая, закуски. Ну, сидят спокойно. Ну, здесь уже темно, слушайте, стало. Темно, ни черта не видно. Вон там видно огни. Это в сторону Карадага. Вон там он. Эллинги там находятся тоже. Такие гаражи, где лодки, а сверху жилище. Вон там видно, это у нас. Сейчас я увеличу. Смотрите. Орджоникидзе, да? Ой, господи. Куда он? Ну, сфокусируйся. Ё-моё, да что такое? Не может техника. И привет, прикольные бутафорные фонари. Да, но видите, я хотел, думал, что они светятся. Ну, сфокусируйся ты, в темноте не хочет. А? Чертовщина, блин, это. Ну, давай. Давайте вот сюда. Сейчас наведу на эти. На этих-то должно сфокусироваться. Фокусировка уходит куда-то. Ну, давай. Елки-палки. Елки-палки. Так, я уменьшу сейчас ее. Как мне ее уменьшить? Что-то тыкаю по экрану, она нифига не уменьшается. Ну, давай, уменьшайся. Пытаюсь руками водить. Ну, блин, сейчас может само наведется. Сейчас поближе подойти. Почитаю пока комментарии. Привет, прикольные бутафорные фонари. Не слишком ли темно для прогулок? Да страшновато вообще-то, да? Это тут вот. Давай наводись. О, 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 видать, да, уже? Это вот конец вот этой набережной. Хотя туда можно дальше еще пройти. Гуляет аптека. Вот фонарь. Прикольный, да? Ну, там даже звезду видно какую-то. Или это планета? Тут столько планет оказывается. И вот смотри, сейчас все класс. Их очень много всяких звезд. У нас нифига не видно из-за тумана, из-за смога. А здесь море, ой, воздух чистый, поэтому все видать. Темнота мешает. Ну, темнота, да. Все поймала. Добрый вечер, Надя. Надя, добрый вечер. Как вам отдыхается? Класс, обожаю вечернюю прогулку. Да. Думал, вот эти фонарики светятся, их, кажется, берегут электроэнергию. Поэтому приходится в темноте их снимать. Давайте еще раз к этому дому музею Волошина, где памятник, пройдем.
Посмотрим, что там интересного. Ну, хорошая погода, да, сегодня. Вчера сюда приехали, был дождь, короче, ехали по автотрассе, которая вдоль побережья с Ялты до Коктебеля. Ой, я думал, ну, сложно будет проехать, а что-то нормально все. Ну и, короче, дожди. Все горы в облаках. Вот здесь хорошо, вот эти вот фонари видать. Но, видать, из-за того, что людей здесь практически нету, что хорошо, в общем-то. Здесь вообще сейчас идеальное место для вот такого отдыха, как бы без шума, без гамма. Ну, экскурсии работают, можно вон, на Карадак сплавать, можно какие-то конные там экскурсии и так далее. Все это функционирует, правда, ну, надо находить этих туроператоров, кто предлагает. Но это проблем особых не составляет, если в интернете покопаться. Много здесь и так объявления везде он развешаны. Поэтому идеально. Вот эта вот часть Коктебеля, вот туда вот в сторону мыс Хамелеон, ну вам не видно, да? Вот это в ту сторону, да? Сейчас я стою, вот эта часть, там где-то нудистский пляж. Там никого нету, кстати, ни одного велика. Это я размылся в сторону Карадага. Карадага. Вот там вот светятся эллинги. Да, какие тут звезды шикарные. Вообще просто так вот находиться, это интересно. Добрый вечер, как вам этот класс? Обожаю вечернюю прогулку. Да, вот вечером. Время сейчас вообще даже не детское. Сейчас сколько? Сейчас я... Так, сколько там? 8:05. Ну, в городе вот в это время там полная. А тут такая тишина вообще. Так, я удивился крымским блогерам, которые увлеклялись фонариками. Не, ну они такие вот это как бы оригинальные конструкции, такие ретро. Там внутри, ну вот, видать, из-за экономии. Тут тотальная экономия, хотя отдыхающие есть. Сейчас мы туда пройдем, в ту сторону. Хотя и отдыхающие есть, но все повырубали. И в основном темно, темно. Это хорошо тут вот это набережная немножко освещается. А там какие-то переулки, там вообще темень голимая. Там черт ногу сломит. Надо с фонариком каким-то ходить, а то на что-нибудь наткнешься. И капец. А так вообще воздух, вообще шикарный, хороший воздух здесь. Легкий, легко дышится. Тишина в поселке, ходишь. Вот фонари. Тут вот часть набережной, которая освещает фонариками. Здесь вот заход в какой-то переулок, улицу. Вот сюда вот. Вон там визги. Семья взяли, видать, пиво там, закуску какую-то и стоят на лавочке. Кушают. Вообще сейчас все, видать, спать легли. Ну, тут, наверное, рано засыпают, я думаю. Не как в городе. В городе-то там раньше, не знаю, 12 часов не заснешь, а здесь вот в это время тут можно уже как стемнеет, а стемнеет здесь часов в 7 уже темнота. В 6 уже все. Закат. В 7 темнота. Вот винотека. Магазин. Сейчас вам покажу.
Закрыт тоже, кстати. Ну, невыгодно сейчас. Но зато вот тут вот работали какие-то магазинчики. Вот в этом месте сегодня несколько было открыто. Ну, тут улица Ленина. Вот там вот еще жизнь есть. Но там проходит трасса. Поэтому вот вывеска. Караоке. Караоке. Ну ничего, нифига у нас все закрыто. Вот, а может даже и лучше то, что тихо и спокойно. Вот тут только какая-то активность есть. Это отдыхающие, видать, приехали и бегают вот здесь. Зодиак. Какое-то кафе или что там? Бар был. Ну, здесь уже все поели. Или нет еще. Сейчас вам покажу. Дом-музей Волошина. Сегодня ходили сюда. Вот, кстати, вот это заход сюда. Билеты по 300 рублей. Для каких-то пенсионеров и так далее. По 100 рублей школьников. Или даже бесплатно. Вот тут хоть что-то освещается у них. Ну да, семья вон сидит. У них там что-то еда какая-то. Вот памятник Волошину вам снимаю. Видно, нет? Смотрите. Все специально. Ночной вечерний стрим с Коктебеля. Где вы еще такое видели? Памятник Волошину. Видно? Я думаю, немножко что-то видно, да? Здесь вот эти шары. Они в каком 12-м году написано, но они уже что-то в дырках. Их залатали здесь местами, но дети все равно умудряются по ним лазить. Вот они такими стекляшками обделаны. Фонариками. И почти ничего не видно. Не видно. Ну, он памятник, он темный, вон он стоит. Как вам его показать, не знаю. Ну вот видите, да, вот ноги его там. Может, вам яркость надо добавить. Море, Кима. И всем добрый вечер. Привет. Вот Волошина вам показываю в темноте. Наверное, не видно. Сейчас я его покажу сзади на фоне. Вот так вот, наверное, будет видно. Вот, видите, да? Ноги его. Так, краем глаза только пришла, голодная и усталая. О, ну это ж хорошо. Что голодные и усталые. Значит, живем еще. Когда на тот свет отправимся, уже голод и усталость уже не нужны будут. Не почувствуем. Так думают. Вот дом-музей Волошина. Так он подсвечен, здесь прикольно. Смотрите, сегодня туда ходили. Ну, интересная экскурсия. Там так с выражением девушка рассказывала всю эту историю. Вот тут подсвечивается. Прикольно. Сейчас вот здесь вот. Тут еще какая-то цветная подсветка даже. Она меняет цвета. Вот, смотрите. Вот, да, точно. Разными цветами. Тут доска. Дом М.А. Волошина. Министерство культуры УССР еще. Представляете, да? Дощечка вон. Памятник истории. Чё? Историческое здание написано. УССР. Когда было. Вот это с того времени еще эти чугунные тут дощечки висят. Вот такие у него окна. Тут, короче, мастерская вот в этих находилась местах, где он сидел. Он был художник, поэт, короче. Откуда денег на такой дом у него было, а? Вот грохал его
Тут же, когда ничего не было, короче, фотографии старинные. Это вот этот один дом был здесь. И все, вокруг ничего не было. Это сейчас тут деревья, все насажено. А раньше только вот этот дом. Тут все застроено уже. Ну, у него тут типа местечко было такое. Вот видите, да, какие у него окна специальные. Там жалюзи какие-то были. Ну, мы сходили там внутри. Прикольно. Я немножко пофотал, поснимал там. Вот здесь вот что-то еще видно. Ну, тут летом-то, конечно, проходят активные всякие разные мероприятия. На этом месте вот здесь вот как раз. Вот тут вот. Вон шары видно, да, я думаю? Видно, ага. Тут постоянно кто-то или выступает, или какие-то гадалки, торгаши, еще кто-то, художники. Ну, тут сейчас один кот только здесь бегает. Так, что там еще? Видно тень Волошина. Надюша, приветик. Приветик, ага. Ну что? Ну немножко я тут вышел. Тут особо-то вон туда и пойдешь, там еще темнее. Там глаз выколи. Вообще там. Тут вот возле этого дома освещается, да, как бы и сам дом подсвечен. А там-то вообще темень. Еще раз говорю. Думал, эти фонари включены, они выключены. А вчера вроде бы были, светились. Ну вот так вот. Так, ладно, тут на лавочку сесть, немножко посидеть еще, что-нибудь поснимать. Тут по-моему, нет, тут какой-то, что тут, фонтан или что такое? Вот сюда вот я сейчас сяду вот на эту вот скамейку. Вот сюда вот. Ой, тут собака, ё-моё, как раз собака лежит. Черная, ее не видно нифига. Она спит. Она спит тут как раз вот здесь вот, рядом со мной. Обалдеть. Ну здесь, слушайте, еще такое активное место, как бы, да, здесь люди есть. А там вот ходишь, там вообще полная тишина. Вчера мы приехали в дождь, пока ехали с Ялты до Коктебеля, там все горы в этих облаках. Короче, все поливает. Я думаю, приехали мы сюда, тут тоже все поливает. Ну потом дождик прекратился, мы прошлись. И что-то тоже быстро так стемнело, темнеет. Здесь часов 7 уже темень. Вот такая вот, глаз выколи. Да, пес оказывается, а его не видно, вон, видно, нет? Черный лежит. Не будем его будить. Так что тут особо-то и снимать-то и нечего. Ночью, днем-то можно еще постримить, да, так ночью вот такая темень, ничего делать, спать только ложиться. Спать. Вот шары уже с дырками, их надо либо убирать, либо что-то с ними делать. Ой, что-то, как говорят, Коктебель хотели реставрировать, но забыли про него. Вот немножко вон там Орджоникидзе засветится поселок, видно, да? Вдалеке. Вот шум прибоя, надеюсь, слышно. Вот там зона какая-то техническая, там подсветка идет небольшая. Подсветка здесь, глаз выколи, вон там только лампочки. Вот. Ну что, ладно, обратно я пойду. Тоже с вами поговорю немножко. Мне надо уже обратно идти. Поснимал немножко, постримил. Такие вот красоты. Но я так понял, здесь всего лишь вот сейчас жизнь только на улице Ленина. На улице Ленина.
Там трасса проходит, и там магазин, там же рынок. Там же рынок. Так. Море. Море Тима, кстати, не встречал случайно жемчужины Ялты. Вику и Аню. Слушайте, да нет как-то. Ну, да, мы же так быстренько приходим, уходим. А там, наверное, надо сидеть что-то. Я прошелся вот там где-то и все. Туда-сюда, в одну, в другую сторону. Так, тут я никого не заметил. Сегодня, когда билеты вот брал, ну, экскурсии, как бы, да, на Карадак, там Олег здесь крымский блогер, но он сказал, что он не ютубовский, он там в контактах, Инстаграм, еще где-то в соцсетях каких-то. Блогер такой, оказывается, есть еще, кроме ютубовских. У караоке закрыто. Вот он встретился. Но я помню, что-то такое лицо где-то проскакивало. Но его в ютубе я не наблюдал. Так что, кроме, оказывается, ютубовских блогеров, есть еще блогеры другие, которые для других соцсетей снимают. Магазин Винотека. Вот здесь фонарики есть. Фонарики. Лавочки тоже можно присесть, посидеть. Видно лавочку-то? Да, чтобы блогера встретить, это не знаю. Чтобы хорошо повезло. Сейчас тем более осень. Они что-то все приутихли. Сейчас и монетизации нету. Вот тут я люблю Крым. Поэтому многим снимать вообще выгоды никакой нету. Только так иногда. Это там какие-то, которые на донатах живут. Или какой-то рекламе, возможно, они и снимают. А так-то большинство уже перестало особо снимать. Иногда что-то поснимают и все. Вот и все. Вот сегодня блогера одного видел, который только мне сказал, что он блогер известный. А я что-то смотрю на него. Вроде бы где-то видел его. Ну, такой симпатичный молодой человек. Лет 35, так вот где-то. И говорит, я живу в Коктебеле. Там то все. Олег зовут. Какой-то канал у него, соответственно, в контактах или еще где-то есть. Вот тут улица, но туда мы не пойдем, вот тут будем ходить. Смотрите, какая темнотища-то, ё-моё. Тут видно только вывески раки, рыба, но вам не видно. Мне только так можно снимать вот эти огоньки. Вот, надо под ноги еще смотреть, потому что какие-то неровности есть. О, кошка мне дорогу перебежала. Тут где-то, кстати, выводок видел я кошачий. О, тут вообще что-то все стемнело. Вообще что-то. Где вот эти фонари? Зато, наверное, вот эту вот звезду или это планета видать. Вообще. Что-то. Ну так тут вообще-то страшновато ходить. Вот. С непривычки. Ну, хотя особо ничего такого тут я не видел. Каких-то бандитов, которые ходят. Вроде как безопасно. Ну, вот это вот бар работает этот. Вот там вот освещено у них. А дальше уже темень. Так, читаем.
Тима, кстати, жемчужина там, где мама и дочь. Да, инвалид в коляске. Я знаю, конечно, их. Но они говорят, что мы не блогеры, мы не блогеры. А потом я так понял, они особо не бегают там по Ялте где-то. Так, где-то на набережную выезжают. Такого типа. Я знаю, да? Они тоже про меня знают. Они раньше, так, они в Ютубе есть, они раньше любили по вечерней Ялте гулять. Да, да, да. Давно они снимают уже. У них стримы длинные такие. Вот, и Жасмин Гриль. Интересно. Ну, опять они по нашему времени, они ночь. Вот фонари. Тут вот прикольно в этом месте освещается. Вот так вот их видно. Я думал, они горят, они нифига не горят. Ну, тут экономят электричество. Думаю, что включать? Если не сезон, людей тут мизер, туристов. Так. Вот так давайте вот так вот сделаем. Почитаем. Что Надя, что самое большое понравилось в этот раз? Что нового появилось? Ну, слушайте, вот Коктебель в целом хорош. Так вот. В отличие от Ялты, он тихий и спокойный. Вообще идеально. И дышится как-то тут даже легче. Тут вообще ни транспорта, ничего, кроме там вот улицы Ленина, по которой трассе. Тут вообще все тишина и спокойствие абсолютное. Вот в этой зоне, где рядом с набережной, рядом с морем. Видите, что вчера шли, все абсолютно закрыто, все, что было на улице, все закрыто. Но сегодня что-то пооткрывалось. Вот нашли одного турагента, через которого сплавали на Карадак. Но еще должны завтра, тоже пока не буду говорить, чтобы не сглазить, куда пойдем. Вот. Так, дальше читаем. Так. Так, что самое большое понравилось, это ответил. Дмитрий Милованов. Можно было бы с местными договориться, когда жили в Ялте, хоть они и заняты на набережной, Ялты снимают, ходят. Так, ну, я не публичный человек, я же, вот если бы что-то бы я бы хотел бы, наверное, я бы уже давно бы всем бы уже бы засветился. А так, ну, извиняюсь, конечно. Так, море, Тима зашла к стримычу и позвала народ к тебе на стрим. Ой, спасибо, море. Вообще классно, конечно, делаешь, помогаешь. Тут какие-то люди есть. Ходит немного. В темноте. Такси. Телефон аж светится. Да я тут недолго. Сейчас вот на улицу десантников выйду и обратно. Тут сегодня были открыты вот эти магазинчики. Немножко открыты они были. Продукты и какие-то сувениры здесь. Сейчас отправимся по улице Десантников. Не знаю, как там освещение. Вообще даст или не даст. Так, дальше. Стримыч вроде как эфир запустил. Да, так. Василий сказал, зайдет. Понятно. Тима зашла. Так, море. Лайк. Василий сказал, зайдет. Море. Дмитрий Милованов, как я уже говорил, в Алуште 3 канала встретил. Евгений вроде мне в Телеграме писал, что они будут в Алуште, но я его сообщений не увидел. Остальных просто на улице встретил. Смотрите. Значит, вам везет. А я сегодня, когда мы вот через Золотую арку проплывали,
2 монетки кинул, и все безрезультатно. Ни одна из них попала. Вот должна была в эту скалу, золотую арку попасть, когда мы проплывали. Она нифига ничего не попало. Так что еще надо туда плавать, плыть, чтобы что-то сбылось. Там говорят, что если попадет у вас, значит, вот это ваша монета, то желания сбудутся. Хотя, конечно, маловероятно. Так, Экстримыч эфир запустил вроде, трезвый. Дмитрий Милованов, а вот с Александрой сладкий лук я договорился купить у нее лук. Поэтому вы встретились. Илья Глухов, Тима, привет, привет. Тут я уже собираюсь завершать стрим, тут немножко в Коктебеле ходил по набережной, ну там час темень, видишь, даже фокусируется плохо. О, сейчас поднимаюсь по улице Десантников. Тут, кстати, вот развилка такая. Это туда, в сторону, значит. В эту сторону идет, ну, по сути дела, на саму набережную, да? А это в сторону Карадага, вот тут. Сегодня мы сюда ходили, кстати. Там интересные такие места. Тоже поснимать их. Я немножко поснимал такое. Обычно туда не ходят. Снимают там такие прикольные развалины. Виды тоже ничего такие. Вот там эллинги находятся, где вот эти лодки стоят, какие-то жилые эллинги там, ну как вот в этом утесе, допустим, да, есть такого плана. А так, когда первый раз смотришь на все это, как-то все по-новому, все это смотрится. Тут отель, смотрите. Отель телефон, что ли? Или как называется? Черт его знает. Галеон отель по-английски еще. Бутик, ресторан. И темнота полнейшая. Ну там вот местами свет светится в окошках. А так, вот если это как бы тут центральная улица, я так понимаю. А если туда вот в сторону этого нудистского пляжа идти, да, где холм Юнга, ихний фамильный склеп, там на холме могила Юнги вместе с 3 сыновьями. То есть там 4 человек захоронено, получается. Вон там, смотрите, даже как красиво подсвечено. Тут вот такой целый дворец какой-то, замок. Да, похоже, да? Тут вот подсвечено, там что-то гирляндами. А с той стороны там вообще темнота. Там вообще глухо, как в танке. Улочки подсвечиваются, но так все закрыто. Алекс ОМ, когда уже в Якутск, там смотреть интереснее. Ну, наберемся уже. Подождите немножко. Тут уже немного осталось по Крыму гулять. Хорошо тут, воздух идеальный. Тишина, покой. Тут собаки гавкают. Тут какой-то гостевой дом видно. Там мы в сторону, кстати, не автовокзалка, автостанции идем. Там вот если выходишь, там же магазин Пут. Магазин Пут тут работает до 10 часов. Ну вот, свет есть по этой улице. Вот пока я шел, тут ни одного человека не было. Все эти окна все темные. Ну, не сезон уже. Вот кошки гуляют впереди меня.
Море. Тима, ролик будет у тебя в ютубе про канатку. А, Ялтинскую? Да, конечно. Я там наснимал. Просто сейчас, знаете, коты. Тут не видно, наверное, их. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. Вон, видно, бегает. Кис-кис-кис-кис-кис. Убежал. Думает, что за типок такой ходит. Хочет от нас. А, вон там машина, слушайте, едет. Так. Да, будет. Я наснимал дофига. Это главное обработать. У меня еще видосы за прошлые поездки. Многие не сделаны. Так что видео на канал можно выкладывать, да выкладывать еще. Не одно будет. Так что вот будет зима. Как раз и займусь этим делом. Надо помонтировать хорошо, чтобы было немножко смотрибельно. А то так вот ходишь, снимаешь, что глаза видят. Потом все это быстро, когда комкаешь, не очень так все это красиво. Не ходи один по темным закоулкам. Да, ну что тут детское время-то еще? Сколько сейчас? Кстати, времени. Сколько времени? Сейчас глянем. 8:34 время-то. Видите, фонарик. Фонари даже светят. А что боятся ходить? Ну, мужики с бутылками пива шарахаются. Ну и что? Они не нападают же. Просто люди ходят, расслабляются вечером после трудового рабочего дня. Сегодня же, ну что у нас, понедельник, да? Понедельник, вот. Ну, тут еще куда-то пришли. Стритфуд. Местечко освещается, да? Это улица Десантников здесь. Там еще кто-то впереди двое идет. Двое человек. Мы сейчас на улицу Ленина выйдем. Улица Ленина, я так понимаю, это у них главная улица. Главное шоссе проходит, и там постоянно какая-то активность есть. Тут же вот рядом автостанция, магазин Пут. Тут даже 24 часа есть. Не видно, да, ничего. 24 часа есть магазин. Магазин вот рядом с нами. 24 часа работает. То есть можно даже ночью зайти, что-то взять. Вот тут подсветочка есть. Можно здесь что-то увидеть и разглядеть. Нет. Тут переулок. Мы туда не пойдем. В ту сторону. Экскурсии. Ну а эти вот все закрыты. Вот эти вот киоски или как магазинчики. Все закрыты. Я говорю, тут из того, что летом, наверное, процентов 5 только открыто всего этого, этих магазинов, всего этого сервиса, то, что предлагают. То есть вот эти все туристские будки, они все закрыты. Ну вот, сегодня мне блогер Олег попался, который предложил съездить. Он занимается тут, кстати, вот этим туризмом. То есть людям предлагает съездить куда-нибудь или туда, или сюда. Вот кто там такие идут, что-то кричат. Какая-то активность нехорошая впереди. Да. Ну да, так качковато-то. Ладно, наверное, я уже это. Длинная улица Ленина еще выйти. Ничего. Тут старал-то. Кстати, вот этот магазин 24 часа деревяшка. Тут где-то кто-то. Ремонт.
даже Азбука Центр. Ну ладно, вот выйду. Здесь таксисты, кстати, вот в этом месте. Таксисты стоят, их тут точка активная. Ну и здесь вот автостанция, вот сама улица Ленина. Вот еще автобус, кстати, смотрите. Автобус 101 для Феодосии, который едет. Вот видно, да? Раньше, я помню, мы тут были в 2005, в 2015 году, 2015. Здесь вообще темень была жуткая. Сейчас вот тут нормально вот это местечко, и вот как-то отремонтировали, да? И тут ламп больше стало, и освещение. Вот фонарь тут повесили. А раньше даже фонаря чуть не было. И было так темно, вообще жуть. Вот можно в Феодосию на 101 ехать, или там, куда он едет. Так, почитаем. Надя, Дмитрий, лук у нее классный. Тима, это где в Коктебеле? Да, Коктебель. Улица Ленина, вот это вот самая у них тут проходная. Самая центральная. Ух, нам мой мотоцикле, он страшно делает. Так, ладненько. Все. Ладненько, все. Было приятно для вас постримить. К сожалению, я ухожу уже на покой. Надо спать. Да что делать-то в этом Коктебеле? Не знаю. Вот котов только за котами бегать ночью и все. Вот этот магазинчик, кстати, работает 24 часа. Так что кто не знает. Ладненько. Все, давайте. Пока. Так. Дмитрий Милованов, это да, Надежда, лук надо брать по проведенных производителей. Да, давай, чтобы не замерз. Хорошо, ага, ладно, все, давайте, всем пока. Вот тут все ярко, вот что-то, да, вот на этой точке завершить. Все, ладно, давайте пока, все, завершаю. Пошел спать, завтра будут новые приключения, кстати. Еще что-нибудь поснимаю, что интересного будет.